Отремонтировать около 300 домов до конца 2017 года. С такой задачей 2 года назад приступал к работе региональный Минстрой. На сегодняшний день в порядок привели лишь половину. Еще 60 строений придется исключить из списка. Их ремонт уже нецелесообразен. Министерство отмечает низкую активность собственников. Только в 161 доме решение о проведении ремонта было принято жильцами. А еще нередко формируется программа с нарушением критериев очередности и без проведения технического обследования. До недавнего времени тормозили работу уже ветхие строения. Всем субъектам страны было рекомендовано разработать механизм по исключению домов, износ которых превышает 70%. Сегодня такая работа нами ведется. Срок, который определен для разработки данного документа, составляет 6 месяцев. Сегодня на сессии говорил, что мы эту работу организуем значительно раньше. По оплате взносов этими гражданами до исключения этих домов из программы капитального ремонта денежные средства будут им начисляться в полном объеме. После принятия решения по этим домам, для начала нужно понять, сколько в республике таких домов, определить механизм, что с ними делать дальше. То ли это будет реконструкция, то ли это будет снос этих домов. В этом году минимальный размер взноса на капремонт в Коми чуть больше 2 рублей с квадратного метра. Это один из самых низких показателей как по северо-западу, так и по стране в целом. Размер взноса планируют увеличить, однако собираемость и так довольно низкая. К началу 2016 года уровень платежей в Коми составлял не более 43%. Особенно остро проблема стоит в Воркуте и Инте, где отмечается высокий отток населения. Глава напомнил, механизмов для решения этой проблемы масса. Переселение из удаленных поселков, сдача в аренду жилья, к примеру, вахтовикам. В домах, которые уже отремонтированы, глава поручил провести личный обход граждан и убедиться, что претензий нет. Ведь одна из главных проблем на сегодня – недоверие жителей к пока еще новой системе. Отсюда и низкая собираемость взносов. Сегодня 2,60 сегодня платят. Завтра будут платить 3,40. Что, сразу новое жилье появится? У нас там до 49-го года в программе отдельные дома. И чего? И где у меня перспектива, как у гражданина? Ведь никто на эти вопросы гражданам ничего не отвечает. Поэтому и возникает проблема. И даже когда закон принимаем, все равно отсутствует соответствующая разъяснительная позиция. Но с людьми надо разговаривать. Людям надо показывать перспективу. И тогда люди будут доверять. А как можно доверять тому, чего не понимаешь? Сергей Гапликов напомнил о ситуации с многоквартирным домом в Печоре. Главе во время личного приема рассказала о нем одна из жительниц. В 2013 и 2015 годах в доме был проведен капитальный ремонт кровли. Дважды за счет собственников. Но работы были выполнены некачественно. Крыша протекает по сей день. Многочисленные обращения в администрацию муниципалитета, жилищную инспекцию и надзорные органы результатов не дали. Третье решение суда уже прокуратура выступила в защиту пенсионеров, бабушки вот эти вот. И вообще ничего не сделано. Это многоквартирный, многострадальный дом. Почему многострадальный? Потому что капитальный ремонт в этом доме проводился неоднократно. И, как выясняется, работы, которые должны были быть сделаны в первый раз, в том числе и с участием средств муниципалитета, выполнены не были. Деньги, насколько я понимаю, были разворованы, акты фиктивные. И после того, как жители, плюнув уже, извините за такое выражение, на отсутствие реакции со стороны муниципальных органов, сами в очередной раз вложили средства, управляющая компания опять им подсунула кота в мешке. У нас есть представитель здесь Печоры? Я не знаю, когда вы приступите к работе, у меня вот вопрос уже риторический даже. Значит, я дал соответствующее поручение Минстрою. Значит, разберитесь вместе с соответствующей службой и примите необходимые решения. В том числе и доложите мне о персональных выводах, которые я должен как руководитель сделать. Также на прием к главе заглянула жительница сыктывкарского поселка Выльтыдор. По ее словам, в 12-квартирном муниципальном доме, где она проживает, ремонт не проводился более 30 лет. Фундамент здания давно просел, из-за влажности в квартирах появился грибок. Руководитель службы стройжилтехнадзора подтвердил наличие проблем. По случайному совпадению республиканская комиссия выезжала на место лишь 10 ноября, после чего управляющая компания до 27 ноября обещала все поправить. А вообще-то, по идее, да, вот эти деревянные дома, они должны делаться, вот капитальный ремонт, 10 лет, да, как бы износ.
Но этому же дому, как бы, вот она с 86-го года, этот дом, 30 лет. Палец, а палец вы не стукнули. Правда, газифицировали, отопление хорошее, вот это все. Но чтобы что-то сделать в этом доме, вы ничего не делаете. Роман Шашев объявил, что организует дополнительный выезд на данный объект с целью оценки проведенных работ. Тогда Сыктывкарка напомнила, что в ремонте нуждается также крыша и крыльцо. Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь жильцам указанного дома. Таисия Жакова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.